Уважаемый Асанбек, перед тем, как я попробую почитать это стихотворение, я хочу вам сказать несколько слов. Спасибо вам большое за это стихотворение. Когда Лариса Витольдовна, большое ей спасибо, мне предложила это стихотворение, я скажу честно, вот понимаете, я уже давно не читала стихи, но это стихотворение тронуло меня за душу. И я очень рада, очень благодарна вам за то, что вы пишете такие замечательные стихи, за то, что у вас говорит душа не только поэта, а настоящего человека с большой буквы. Большое вам спасибо за это. И спасибо всем. И спасибо очень большое Ларисе Витольдовне за то, что она почувствовала мою душу и предложила мне это стихотворение. Я очень волнуюсь, поэтому я прошу прощения, если что-то не так будет. Называется «Короткое счастье» стихотворение. В покосившейся избушке, ой, Господи, извините, в покосившейся избушке у истресканной стены на портрет глядит старушка, проклиная боль войны. С пожелтевшего портрета смотрит парень молодой, на войну ушедший летом, тут, что называл женой. Со скамьи дружили школьной, он за все ее года никогда не сделал больно, не обидел никогда. Бал осенний кружит в вальсе, разгорелась в жилах кровь. Бережно держали пальцы талию, ладонь, любовь. Но коротким было счастье, весть раздалась у ворот. И ее соколик, ястреб, в тот же день ушел на фронт. Почтальон стоял, не смея потревожить их крыльцо. Сердце раненое грело обручальное кольцо. Сейчас, последний куплет, так волнуюсь, что забыла. Выплакали слезы глазки в час, когда пришла беда, незаконченной сказкой жизнь осталась навсегда. Спасибо.